Добрый вечер, это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. Вы смотрите прямой эфир, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Антисептик вместо воды. В ресторане в Якутске произошел скандальный инцидент, пострадал ребенок, возбудили уголовное дело. Знаменательная дата: в республике сегодня празднуют День национальной печати. Реабилитация ковидников, как в этом направлении организована работа в Якутии. Дважды 100-бальница, выпускница Нерюнгринской гимназии, сдала сразу 2 экзамена на максимум. Резьба по дереву, под таким названием в столице открыли выставку-ярмарку народного художественного промысла. Аномальная жара продолжается. Что прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Якутии? Сотрудники одного из ресторанов столицы республики подали ребенку стакан с антисептиком вместо заказанной воды. Ребенок сделал 2 глотка и начал плакать. Немедленно промыли ребенку пищевод, вызвали скорую, сообщили родителя пострадавшего. По их словам, сотрудники ресторана при попытке выяснить виновного покрывали друг друга и не сознавались в содеянном. По данным республиканского Минздрава, клинических признаков отравления у ребенка не обнаружено. После обследования его отпустили домой. По данному факту возбуждено уголовное дело. С начала пожароопасного сезона площадь возникновения лесных пожаров по Якутии достигла 490 тысяч гектаров. Это гораздо меньше показателей аналогичного периода прошлого года, но за последние дни ситуация значительно осложнилась. Об этом в ходе заседания республиканской КЧС сообщил глава региона Айсен Николаев. По информации Управления гидрометеослужбы, в настоящее время в Мирнинском, Аймеконском, Усть-Алданском, Тампонском районах сохраняется чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности, а в Верхневилюйском, Верхнеколымском, Момском, Нюрбинском, Среднеколымском, Татинском, Усть-Майском улусах установлен 4-й класс пожароопасности. Также глава республики Айсен Николаев поручил провести проверку информации по проведению тендеров и заключению контрактов авиалесоохраны для тушения лесных пожаров. Не дело, когда колоссальные деньги, выделяемые из федерального бюджета, каким-то образом могут быть использованы ненадлежащим образом, сказал глава республики. Айсен Николаев также заявил, что в этом году на борьбу с лесными пожарами Якутия получила беспрецедентные меры поддержки из федерального центра. Это касается и количества переброшенных из Федерального резерва людей, и опережающего выделения финансовых средств. По состоянию на сегодня на территории Якутии задействованы 504 человека из Федерального резерва. Кроме того, до 3 июля в регион прибудут еще 195 человек. Самолет Ан-26 «Циклон» для искусственного вызова осадков планируют направить в 4 района республики из-за сложной лесопожарной обстановки. Сообщается, что в Тампонском районе действует лесной пожар в 12 километрах от села Мегино-Алдан. При наличии ресурсной облачности 2 июля туда направят воздушное судно с подвесным оборудованием «Веер» для искусственного вызывания осадков. Кроме того, исходя из прогнозов погоды, самолет направят в горные Усть-Майский, Хангаласские районы, где также есть крупные лесные пожары. На реках Якутии фиксируют понижение уровня воды. На реке Лени наблюдается понижение уровня воды с интенсивностью от 10 до 40 сантиметров за сутки. На реке Алдан в пределах Алданского и Тампонского районов наблюдается суточный спад уровня воды в 5-20 сантиметров. Также на реках Амга, Вилюй, Индигирка и Колыма преобладает понижение уровня воды с различной интенсивностью. А на участке реки Вилюй, Сунтар-Нюрба уровни воды сохраняются ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство. На прошлых выходных стало известно о героическом поступке молодых девушек в Якутске. Даяна и Валерия Поповы, прогуливаясь вблизи городского пляжа, услышали крики о помощи. В воде тонул мужчина. Хрупкая девушка незамедлительно бросилась его спасать. На счастье, Даяна оказалась дипломированным спасателем. Сегодня в торжественной обстановке сестрам вручили почетные грамоты и памятные подарки за героизм. Сегодня отметили героический поступок сестер Поповых.
И я очень рад, что они в сложную ситуацию приняли правильное решение и спасли жизнь человека. И я благодарю саму Даяну и сестру ее. Ну а также я хочу выразить слова благодарности родителям за хорошее и достойное это воспитание. К другим новостям, по данным Оперштаба, за минувшие сутки выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции по Якутии, из них в Якутске 59 случаев. Что касается районов, то в Алданском, Мирнинском районах по 4, Амгинский, Верхневилюйский и Хангаласский районы по 3 случая, Лайковский, Вилюйский, Мегнохангаласский, Намский, Неренгринский, Аймеконский, Усть-Алданский районы по 2 случая за день, ну а в Горном, Нюрбинском, Татинском районах по 1 случаю за сутки. Еще раз обращаю внимание на увеличение количества случаев в Амгинском и Хангаласском районах, которые сегодня являются районами, находящимися рядом с городом Якутском и, безусловно, местом отдыха, в том числе горожан. Уважаемые жители города Якутска и гости Амгинского и Мегнохангаласского улуса, оперативными штабами районов Хангаласским и Амгинским приняты обоснованные правомерные решения, связанные с ограничениями въезда в Амгинский и Хангаласский улус, в связи с чем оперативные штабы Амгинского и Хангаласского улуса просят соблюдать данные требования в связи с возникновением очагов, прежде всего связанных с заездом из города Якутска. Российские власти запускают программу реабилитации для переболевших COVID-19. Об этом заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин. Россияне, переболевшие ковидом, смогут пройти углубленную диспансеризацию с 1 июля. Она будет доступна по полису обязательного медстрахования до конца 2023 года. Прежде всего, на нее планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме. Перечень медорганизаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на портале госуслуг. Планируется, что всего в ней примут участие 3000 поликлиник по всей стране. Восстановление после перенесенной коронавирусной пневмонии – процесс не быстрый. Время на восстановление у каждого человека будет разным в зависимости от возраста, общего состояния организма и сопутствующих заболеваний. Подробнее наш корреспондент Надежда Саханская. Переболевшие ковидом восстанавливают организм в реабилитационном центре Якутска. Специальное учреждение открыто на базе Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Продолжительность терапии составляет 14 дней. Основное лечение наше – это проведение дыхательных гимнастик разных видов. Они осваивают. Потом у нас идет массаж с перкуссией, да, с применением, и магнитотурботрон. У нас стоит установка магнитотерапевтическая МАДИН. Она, значит, как бы сказать, оказывает противовоспалительное, рассасывающее действие. И там используется магнитная пульсирующая волна низкой частоты. Программа реабилитации составляется индивидуально для каждого пациента с учетом личных противопоказаний и совместимости процедур. Меню и режим питания для каждого пациента также персональны. Мы стараемся, конечно, это учитывать и уровень белков, и углеводов, и жиров и так далее. В Абалахском у нас своя столовая, то есть мы сами готовим, да, для пациентов. А здесь у нас есть поставщики по аутсорсингу, они работают тоже на совесть. И пациенты очень довольны. Не было никаких нареканий за этот период, и все довольны. То есть никто не остается голодным. Немаловажную роль при восстановлении организма играет лечебная физкультура, которая укрепляет дыхательную мускулатуру легких. Поступившие сюда пациенты проходят разного рода процедуры с помощью современного оборудования. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Медицинская помощь оказывается пациентам в рамках круглосуточного стационара. Одно из осложнений после перенесенной ковид-инфекции – синдром послевирусной астении, когда человека беспокоит общая слабость и быстрая утомляемость. Эти факторы тоже требуют проведения лечебных мероприятий и укрепления организма.
Я прошла вот 10 дней реабилитации, да, и себя чувствую уже вполне. Это слабость, ну, как бы слабости уже нету. И я благодарна здесь персоналу. Они очень грамотно и с каждым пациентом обслуживают, ну, смотрят очень хорошо, очень профессионально, квалифицированно и очень с доброй душой относятся к пациентам. Положительные эмоции, интенсивные дыхательные упражнения и ведение здорового образа жизни помогут быстрее реабилитироваться после коварной болезни. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. У климатического полигона в Тикси в Булунском Улусе появился первый резидент. Это производители из Петербурга. Начальная партия лакокрасочной продукции, которую будут испытывать, уже отправлена в Якутию. В арктических условиях эксперты нанесут краску на железобетонные металлические конструкции, на сваи. Наблюдения проведут в течение года. Подобных открытых полигонов в России единицы, многие из них находятся при крупных предприятиях, куда попасть предпринимателям довольно сложно, а в Тикси приехать может любой желающий. Данные испытания должны показать в первую очередь это качество продукции и технологичность, да, и возможность ее применения в различных климатических условиях, ну, в данном случае на севере страны. Отечественные производители могут производить качественный материал необходимого качества. И этим самым, в первую очередь, хотим показать, что есть подходящие материалы, не обязательно зарубежные, которые можно применять на территории Российской Федерации, особенно в условиях севера и крайнего севера. С сегодняшнего дня Якутия переходит на электронные родовые сертификаты, а с января следующего года на электронные листки нетрудоспособности. Особенности перехода на цифровые сервисы глава Якутии Айсан Николаев обсудил на рабочей встрече с управляющим региональным отделением Фонда социального страхования России по республике Мариной Герман. Стороны обсудили обеспечение санаторно-курортного лечения, льготные категории граждан и переход на электронные родовые сертификаты, который сегодня, с 1 июля, стал обязательным для всех медучреждений. Отделение Пенсионного фонда России по республике с 1 июля принимает заявление на новые пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства по предварительной записи. Выплаты полагаются женщинам, вставшим на учет в первые 12 недель беременности, одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 включительно или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения родителя или обоих родителей. Также полагается родителям и законным представителям ребенка в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителям. Выпускница Нерюнгринской гимназии Ангелина Шавейко стала первой в республике двукратной 100-бальницей в 2021 году. На максимальное число баллов она сдала экзамены по биологии и по химии. По словам выпускницы, интерес к естественно-научному направлению она проявляла на протяжении всех лет учебы. В старшей школе Ангелина изучала углубленно биологию и химию, занималась на курсах внеурочной деятельности по этим предметам. В Нерюнгринском районе активно идет временное трудоустройство несовершеннолетних на летний период времени. За июнь там трудоустроились 130 подростков. Все подробности далее. Содействие в трудоустройстве оказали образовательные учреждения, промышленные предприятия, социальные учреждения, управляющие компании и поселковые администрации. Большое внимание уделили несовершеннолетним, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Для них были предусмотрены отдельные квотируемые места в таких компаниях, как Айгуль, Хлеб, Якутуголь и Жилищник. Хочется выразить благодарность угледобывающей компании «Колмар», которая оказала содействие в трудоустройстве наших несовершеннолетних детей. Мы организовали в этом году
взаимодействие в плане, что наши дети будут трудоустроены на базе образовательного учреждения 18-й школы. В июне трудоустроено у нас было 2 детей. Во всех случаях ребят трудоустраивают в соответствии с нормами Трудового кодекса. Заключаются договора и выплачивается официальная заработная плата. Кроме заработной платы, ребята получают материальную поддержку от Центра занятости населения. Ее сумма составляет 4732 рубля. Второй год действует городская программа по трудоустройству несовершеннолетних «Отряд мэра». Активное взаимодействие по организации занятости подростков в неучебное время оказывает социальный проект «Наш двор», который в этом году присоединился к республиканскому проекту «Дворовый вожатый». Здесь подростки ведут волонтерскую деятельность. Волонтеры у нас занимаются по 4 направлениям. Это волонтеры медиа, волонтеры культуры, волонтеры психологи, педагоги и волонтеры патриоты. И 5 направление – это волонтеры, которые занимаются здоровым образом жизни. Каждый из волонтеров оценивается по балловой системе. Они заполняют дневник и за это получают определенную сумму баллов, которая потом перечисляется на денежный эквивалент. В любом случае, несовершеннолетние, занятые в различных видах деятельности, будь то благоустройство города, участие в культурных программах или социальных проектах, получили хороший опыт на пути к самостоятельной жизни. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Уже много лет школа номер 4 в Ленске не имеет полноценного стадиона. И вот благодаря совместным усилиям районной администрации и компании «Тасюряхнефтегазодобыча» проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. Через аукцион определили подрядчика, строительные работы уже стартовали. Строительство стадиона началось в прошлом году, точнее сказать, подготовительные работы. Проводила их подрядная организация «Приоритет». Строителям была расчищена площадка и демонтированы металлические конструкции, оставшиеся с прежнего стадиона. В этом году работы начаты с отсыпки территории гравием. В данный момент подготовка бетона идет, сантехническая работа идет, канализация уже почти 80% сделали. Подготовка площадку под бетон, баскетбольную поле делаем, готовим. Потом освещение работает, освещение пойдет полностью, потом пойдет покрытие будет с бригады с Якутска, специалисты. Они покрытием будут заниматься. Стадион будет построен по всем современным стандартам. На территории предусмотрено несколько зон: футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, беговые дорожки, ямы для прыжков, а также трибуны для зрителей. В этом году уже 2-й этап проводится и окончательное, будем говорить так, доведение до ума. И работы ведутся, вот пока летний период идет, до 1 сентября они должны быть сделаны. Объект будет построен по проекту стадиона 3-й городской школы. На данный момент он является единственным крупным современным спортивным объектом при образовательном учреждении. Проект стадиона – это мы сделали привязку проекта по стадиону 3-й школы, потому что у нас и площадь одинаковая, и здание одинаковое, и с любезного разрешения директора 3-й школы нам повезло, и мы вот сделали привязку, начались работы. Надо сказать, что ежегодно в городских школах проводятся ремонты. В последние несколько лет они более глобальные. Так, 2 года назад в этой школе был обшит фасад, установлено новое ограждение, произведена замена кровли. В этом году завершится строительство стадиона. Его стоимость составит 25 миллионов рублей. 10 из них – это средства компании «Тасюряхнефтегазодобыча», оставшиеся 15 миллионов районной администрации. Также в ближайшие несколько лет на территории этой же школы планируется начать строительство крытого хоккейного корта. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня республика празднует День национальной печати. Так, именно 1 июля 1907 года была издана первая газета на якутском языке под названием «Саха-Дойдута. Якутский край». У ее истоков стоял выдающийся сын народа Саха Василий Никифоров Кюльмнир. Для издания газеты на якутском языке по его инициативе из далекого Петербурга была привезена печатная машина и заказан специальный шрифт. И в этот знаменательный день глава республики Айсан Николаев, народные депутаты, общественность возложили цветы к памятнику Василия Никифорова Кюльмнир. В мероприятии также торжественно вручили журналисту Ивану Ушницкому государственную премию имени Василия Никифорова Кюльмнир. Спасибо моему народу, потому что все журналисты, благодаря хороших людей, хороших тем, хорошей страны, хороших героев становятся журналистами.
Поэтому вот, спасибо не только своим коллегам, не только правительству, а своему народу и своей родине. Также в Якутске прошел День ветеранов боевых действий. Военные и общественники в этот день возложили цветы к памятнику участников боевых действий, а также памятнику, посвященному герою России Александру Рыжикову. Все подробности в репортаже Юрия Осипова. Хоть и неофициальный, но уже традиционный праздник. В столице Якутии отметили День ветеранов боевых действий. Праздник посвящен всем, кто принимал участие в локальных конфликтах, боевых спецоперациях, а также полномасштабных войнах. Этот праздник дает возможность встретиться всем старым своим боевым товарищам, вспомнить своих боевых друзей. И на самом деле, действительно, вот такие мероприятия, как сегодня, этот праздник, дает возможность нам всем сплотиться и друг друга поддерживать вот именно в данной ситуации, ну и вообще по жизни. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, большую часть мероприятий, приуроченных к празднику, пришлось отменить. Ветераны возложили цветы к памятнику участников боевых действий, а также памятнику, посвященному герою России Александру Рыжикову, и почтили память тех, кто не вернулся с боев. Сегодня ветераны бережно хранят традиции и передают их подрастающему поколению. Этот праздник имеет значение еще патриотического воспитания. То есть молодежь с нами, вот сейчас у нас присутствует Общероссийского народного фронта молодежка, у нас есть патриотические клубы, многие ребята ведут патриотические клубы школьников и школ. Это вот в этот день мы стараемся быть вместе. Боевые товарищи собрались с разных уголков республики, чтобы вместе отметить этот праздник. Но люди, которые прошли боевые действия, это люди сильно отличаются от тех людей, которые не служили в армии или там не служили в зоне боевых действий. Это совершенно другие люди, совершенно другое братство, совершенно другие взаимоотношения. И поэтому взаимоотношения между ветеранами боевых действий – это братство, товарищество, взаимопомощь. И важно, чтобы эти взаимоотношения сохранились в полной мере. Праздник пока не имеет официального статуса, но, как отметили организаторы, с каждым годом набирает все большую популярность. Ветераны сообщили, что на имя главы региона Айсена Николаева подано письмо о придании празднику статуса официального. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске открылась выставка-ярмарка народного художественного промысла «Резьба по дереву». Организатором является Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Семях». Принимают участие начинающие мастера и профессионалы. В рамках выставки проходят мастер-классы, лекции, практические занятия, продажа различных изделий. Главная задача – это демонстрация, показ работ и носителей, и мастеров резьбы по дереву, организация обмена опытом носителей и мастеров, выявления молодых талантов. Выставка пройдет с 1 по 20 июля в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского в Галерее национальных культур. Наша выставка посвящена популяризации здорового образа жизни и направлена на мотивацию молодежи Республики Саха-Якутия. Представлена работа из дерева, резьба по дереву, но именитых народных мастеров, как Василия Ивановича Спиридонова, Баргабагалай, Василия Протопопова, город Якутск, Владимира Егорова, Уселданский улус и многих других. О погоде. В городе Якутске и окрестностях в ближайшие дни установится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше на 7 градусов. По данным Гидрометцентра России, сегодня температура воздуха днем в столице составила плюс 36 градусов, а 2 и 3 июля будет аж плюс 35. В период жаркой погоды врачи рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности во время максимальной солнечной активности с 11 часов дня до 5 вечера. Также пить больше воды, исключить из рациона жирные и сладкие блюда, а также алкогольные напитки. В столице появляются и набирают популярность новые виды активного отдыха. Одним из открытий этого лета стал вейкбординг – экстремальный вид спорта, имеющий некоторое сходство со сноубордом, скейтбордом, серфингом. Сюжет Александра Нестерова. Лето, солнце, жара. Именно этими словами описывается текущая погода в Якутске. Что делать и как отдыхать жителям города в такую жаркую погоду? Сегодня в этом мне поможет разобраться спортсмен-экстремал Андрей Слепцов. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про новый вид активного отдыха, который появился у нас в столице. Так, ну что могу рассказать?
Вообще начал я года 2 назад. Мы с ребятами арендовали катер, получается, поехали в Тукуланы. И там сначала и сноуборды взяли. Мы сначала на сноубордах катались, а потом вот вейкборд был у пацана, получается, он арендовал. И мы начали пробовать впервые. Вот, спустя 2 года опять мы вот уже начали здесь кататься. Я вот познакомился с Артуром. И мы вот с друзьями вот начали вот кататься, ну чисто для себя. Потом люди начали массово вообще спрашивать, где это, как это, научите и так далее, покатайте нас. Вейкбординг существует уже 3 года, но особую популярность он обрел лишь этим летом. По словам Андрея, люди катаются каждый день по предварительной записи и иногда даже ждут очереди. Данный вид отдыха позволяет людям не только спастись от жары, но и весело провести время. Что могу посоветовать начинающим райдерам, да? Обязательно техника безопасности, вот, жилет, там, что еще, обязательно опытный водитель лодки. Вот. Желательно бы человека, который уже умеет кататься на вейкборде, он бы вам показал, как правильно выплывать из воды, потому что это не так-то просто. Вот. Ну и самое главное — желание. Бешеное желание должно быть у вас, и тогда все получится. Мне кажется, уже можно начинать пробовать уже кататься на этом замечательном вейкборде. Андрей, поехали? Погнали! Это не записывай! Как отметил Андрей, во время катания на вейкборде человек получает не только заряд экстремальных эмоций, но и неописуемое чувство, при котором человек остается один на один с водной стихией. Июнь месяц уже подошел к концу, а это означает, для того, чтобы пробовать все виды активного отдыха в Якутске, осталось всего лишь 2 месяца. Не упустите это лето и проведите его с пользой. Александр Нестеров, Григорий Охлопков, Якутск. Глава республики Айсен Николаев подведет итоги прошедшего июня. Сегодня, 1 июля, в эфире телеканалов НВК «Саха» и Якутия-24. Айсен Николаев обсудит ситуацию с вакцинацией, обстановку с лесными пожарами в республике, а также расскажет об итогах поездки в Казань в рамках Дней Якутии в Татарстане. Эфир программы «Якутия вперед» смотрите сегодня в 20:00 по местному времени на телеканале НВК «Саха» и в 20:30 на телеканале «Якутия-24». 21 из первых уст. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.